Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі вакол Беларусі і у Беларусі і за яе межамі, ну і вакол Беларусі. Все, што звязана з Беларусі тым ці іншым чынам. І наша сустрэча, размова з эканамічнай, ну хаця і палітычнай па Фрэйду абмоўка аглядальніцай, рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка. Прывітанне, Вольга. Привет. Давай пачнем з эканамічна, але і палітычнага, відаць, такога з падзеяў, якія адбываюцца ў адносінах паміж Літвой і Беларусю, ці Беларусію і Літвой. Хто на ком стаяў, как гаварыў професор Преображэнскі, яшчэ трэба разабрацца. Так вось, Наўседа, прэзідэнт Літвы, пазначыў дакладна 4 тыдні без гэтых шарыкаў з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі і без спроб нелегальнага перасячэння мяжы, і магчымая пачатак дыялога пра нейкія там паляпшэнні, змены, перагортванне старонак ці чаго заўгодна. У любым выпадку, каб нешта у пазітыўным накірунку зрушылася. І я чытаю навіны, якія сёння былі, пра тое, што вось акурат такі на польскім накірунку гэтых спробаў па апошнімі днямі не было нелегальнага перасячэння мяжы, а на літоўскім і на латвійскім накірунку цягам выходных была нейкая там рэкордная колькасць, больш за 100 спробаў перасячэння нелегальнай мяжы, а некалькі дзён таму чарговы раз Віленскі аэрапорт спыняў працу з-за чарговага шарыка з кантрабанднай. Что адбываецца? Слушай, ну вот одну из версий ты озвучил. Режим не хочет переговоров с Литвой, с Науседой. Ну, версия, мне это кажется маловероятной. Все-таки очевидные преимущества, очевидные заинтересованности в этом есть. Да? Ну и очевидный прогресс по вопросу с фурами тоже говорит о том, что Беларусь была настроена скорее миролюбиво. У меня уже давно эта версия есть другая, в том, что Лукашенко не может это контролировать. Хотел бы, понимает важность, но просто не может. Да? Ну, вот как та лошадь, которая просто не могла. Да? Не получается контролировать это в полном объеме. Да? То есть понятно, что там организовать там 10 тысяч человек на границе он может, снизить это число там до чего-то еще он может, но не настолько, чтобы там полностью прекратить эти попытки. Уже действуют какие-то схемы, кто-то кому-то уже заплатил, кто-то где-то уже, и там, ну, подумаешь, пару человек. Там, то ты ўсё ж таки схіляешься на думку, что гэта менавіта контрабандисты дзейнічаюць. Нет, я про то, что это действуют его люди, но просто на своем уровне он бы хотел это прекратить хотя бы на 4 недели, да, хватит дуэли на сегодня, хватит, но он не может, просто потому что его система не находится под его полным контролем. Да? Як же ж так? Там же ж Лукашенко сказал, все под козырок, починаючи от вакульчика и заканчиваючи дояркой. И... Безусловно, безусловно. Ну, вот изображают перед ним все вот это, да, ну, все это иллюзия. Боеготовность – иллюзия, контролируемость ситуации – иллюзия. Да, они все это при нем изображают. Говорить о проблемах, возможно, там есть какие-то объективные проблемы, да, которые не позволяют. С ним никто не может, и он их не слышит, и не видит, и откровенно врет в ответ. Ну вот в итоге мы имеем то, что имеем. Ситуация не находится под полным контролем. И як это может на далейшее развитие адносінаў з Літвой, але у той же самый момент, я так разумею, и с американцами поуплывать. Ну да, вот тут, собственно, еще один очень важный, да, угол этого нелюбовного треугольника, да, это все-таки американцы, которые тоже, в общем-то, слышат Литву, и ее интересы готовы, скажем так, озвучить, продвинуть. И вроде бы, ну, Лукашенко же мог сказать, там, нет фуры, не отдам все равно, да, но ведь отдает. Да, и цену скидывает, и, в общем-то, там какое-то миролюбие демонстрирует, и от уровня МИДа отказывается. Ну, в общем, как-то более или менее, что называется, ситуация устроилась. Да. Ну, а что американцы? Вот если ты не можешь это контролировать, да, вот тебе говорят, все под контролем. Да, ты вот к тебе приходят, вот смотрят в глаза, врут и говорят, все под контролем. А потом Литва говорит, там, 100 человек нелегально, это самое. И ты такой, а как это? А тебе опять все под контролем. Там, может, и есть какие-то проблемы. Тебе их просто никто не может озвучить, да?
Ну, нету проблемы. Все отрицают. Да? Ну, как, слушай, как нормально на допросе. Да? Я буду все отрицать. Это не я, меня подставили. Да? Не я. Не, ну, это все зразумела. Да. Там, как говорится, божья роса постоянно капае, адкуль бы там яна не вытекала. Але, ну вот, американцы кажуць, мы знялі санкцыі з калійкі, каб эта калійка как бы вот пайшла, бо она нам патрэбна. Тут, о, класс, а мы тут как раз как бы хотели продать эту калійку. Упирается все у литовцев, ну, американцы, ну, сейчас вот как-то договоримся, и тут раз... Научная дипломатия. Осталось уговорить Рокфеллера, да, и вроде бы он уже тоже сказал «да», а ты не можешь выполнить свои условия. Слушай, ну, знаешь, это та история... Але зараз это ставить литовцев у выигрышную позицию. Да. Да. Ну, это та история, опять-таки, из анекдота, да, слушай, все-таки всю систему менять надо, да, ну, она просто не работает. Как Может, все-таки ложки переставим? Как в позднем Советском Союзе, но она просто не работает. Ты даже знаешь, как бы примерно это должно было быть правильно, да, и все вокруг вроде тоже говорят, ну, давайте же вот, ну, нет, вот она так построена, что из нее не получается даже такой малости. 4 недели. Слушай, ну нам это выгодно, да, уж 4 недели можно потерпеть даже без контрабанды и без мигрантов. В конце концов, ну если нет, мы им потом тройную дозу, как за это самое, да, зашлем, да, если не будут сговорчивыми. Условие четкое, простое, да, и это не то, что там, знаешь, там критерии вступления в Евросоюз, а вы нам 3 года покажите, а 5 лет продемонстрируйте, да, тут вот месяц, ну сколько там потерпеть? Да? Ну нет, просто не получается. Все хотят и не могут. Не смогла. Ну, то бок, на дадзены момант казаць пра тое, што ну вот зараз яшчэ трошачку і краўцоўкі паедуць з Мінска на Вільню не даводзіцца. Ну, пока нет. Вот судя по ситуации на сегодня. Опять, Литва же это тоже наверняка понимает. И Литве, в общем-то, там тоже много сил, которые заинтересованы в том, чтобы эти отношения улучшались, да. И много белорусов заинтересованы. И, в общем-то, не только связанных с Лукашенко. Да, и все-таки нормальное сообщение какое-то с Вильнюсом хотелось бы. Ну, и опять, чтобы аэропорт все-таки вильнюсский летал. Вот. Ну, в общем, пока нет. Опять все зависит от Литвы, хотя, мне кажется, уже упростить эти условия еще больше. Ну, какие? Просто доедьте до нас. Ну, о чем с ними говорить? Что эти люди могут соблюсти, если они не могут контролировать такую малость? Какие договоренности они будут соблюдать? Да? Мало того, что у них есть Россия, которая, как скажет, так и будет, да? Так они еще в собственных своих вопросах не могут полностью контролировать ситуацию, отвечать за результат. Да? Мы уговорили Рокфеллера, а они такие говорят, а у нас не получается. Ну, в смысле не получается? Откуда эти 100 человек взялись? Ну, если вы их сами, хорошо, мы понимаем, вы адекватные люди, мы верим в это, да? Вам эти 100 человек вообще не выгодны. Ну, как вы не контролируете ситуацию, что они же через вас прошли, эти люди? Ну, вот так. Так а что вы тогда можете контролировать, если вы чисто зону своей ответственности не можете? Сидят и контролируют сеть интернет. Чтоб, не дай бог, смайлик где-нибудь не поставили. Это, кстати, тема, да. Да, извини, да. У такім выпадку, маючы тое, што маем, найперш вот з гэтай немагчымасцю хаця бы нейкія там мінімальныя умовы выканаць, увогуле мы можем тады разважаць, а вот што ж таки будзе з гэтым вот транзітам калія, што там амерыканцы, а вот будуць яны там купляць нетры нежана ці не будуць там і ўсё астатняе, то тут увогуле тады пра што гаварыць? Ну, слушай, да, действительно сложно сказать, тем более это все эти гарантии, они ничего не гарантируют сейчас, когда гарант как бы жив, цел, дееспособен, даже он в хоккей 3 дня в неделю играет, да? Ну, не получается уже. Что будет, когда без него? Кто будет гарантировать, да? Вот, поэтому с нетрами, мне кажется, что еще вопросы будут, поэтому, собственно, кроме американского покупателя, тут окучивает Беларусь еще других потенциальных покупателей, вот, диверсифицирует, так сказать, раскладывает яйца по разным корзинам, но ни американцы, ни эти вторые покупатели пока не рвутся, вот, поэтому, слушай, ну вот пока так и будет, да, пока будет на паузе, пока будет висеть, что меня очень напрягает, конечно, с точки зрения наших сидельцев, которые очень надеются, потому что когда уже столько людей вышло,
да, и рвется вся эта обида, что, ну, серия, ну, а нашего-то за что, да, там он отец 3 детей, там многодетная мать, там это самое, вот выпустили людей с громкими именами, а на наших сейчас всем плевать, да, поэтому, конечно, это очень тяжело, это обида абсолютно понятна, и, в общем, да, и на этом месте вроде все уже договорились, да, и Рокфеллер согласен, а не получается. То бок уже вот выскочыла ты на іншую тэму вельмі важную, якую я ў любым выпадку хацеў закрануць, гэта ўсё ж таки калі мы чакаем, што зараз вось наступны, як там з перыядычнасцю раз на 3 месяца візіт Коўла ў Мінск, вызваленне яшчэ большай колькасці палітвязняў, то бок гэта можа апынуцца пад пагрозай. Слушай, я надеюсь, что нет, потому что все-таки это достаточно отдельный интерес к этому есть. И все попытки объяснить, какие американцы циничные на самом деле, как все там ради денег, ну, понимаешь, безусловно, деньги имеют значение. Да? Все, кто изображает противоположное, мне кажется, они сильно врут в первую очередь себе. Да? Деньги – это важная штука. Но я думаю, что Америка может себе позволить и такой красивый жест, да, такую красивую историю, да, вот как сейчас история с этим вторым спасенным пилотом F-15, который прям уже просится в блокбастер, да, а мы пошлем там сотни командос, а мы угробим кучу техники, но мы достанем своего человека, да. Так и тут. Это, в общем-то, история, которая уже живет сама по себе на самом деле. С калием, без калия. Ну, просто потому, что это выглядело настолько ужасно. Это реально вот та история сбитого летчика. Да? Если бы это были, ну, какие-то такие вялые европейские там заключенные, ну, вывезли, да. А когда Коул рассказывает, что это люди реально думающие, вот первая эта партия, что их везут на расстрел, и это, мне кажется, самая логичная версия, которая у них бы в голове могла появиться и должна была появиться. Потому что, ну, они же помнят, да, и этих пропавших людей, и вот это все, и как это делается, да, и что этим людям ничего не будет, если вдруг десяток другой политзаключенных, ну, просто куда-то не доедут, да, там, по этапу, пытались бежать или еще там что-то сделали, да, поэтому я думаю, что это будет достаточно отдельная история, вот, и калий или что-то еще не помешает все-таки этой истории. Американцы любят такие вот красивые сюжеты, и в общем-то, Беларусь – это та страна, которая им обеспечивает. Взорвали 2 самолета, но своего вытянули. Абсолютно, абсолютно. Слушай, ну вот честно, да, вот если бы это был наш человек, я думаю, что куча людей бы сказала, слушай, ну мы все равно его не достанем, да, ну не достанем, угробим кучу людей, их еще в плен возьмут, да, еще мало того, что облажаемся, наши люди в плен попадут. Ну, короче, ряд, на выходе максимум 1 человек спасенный, а рисков куча, и давайте как-нибудь так. Да? Ну, нет. Это получилась красивая история, такая прям вся бастерная, голливудская. Вот, ну, сценарий, считаю, уже написан. Да? Дальше даже не нужны какие-то художественные, сильные там... Только прописать образ иранского генерала в этих солнцеоборонных окулярах. Да. Остальное все готово. И кастинг на роль главного героя – это такая важная штука. Вот. Поэтому, слушай, в этом плане они достаточно упертые, достаточно идейные, которые могут сказать себе, что, ребят, я могу не считаться с этими расходами, да, это мой человек, и я его буду спасать. Вот. Я очень надеюсь, что белорусская история, она уже тоже своя такая, да, но мы в нее ввязались, мы всем уже сказали, что мы за этих людей впряглись, и мы должны ее закончить. Умовно кажучи, ну, это фактично наши летчики. Ну, фактически, да. Да, мы уже с ними сроднились, мы всему миру сказали, что мы будем спасать, ну, как бы... Мы доведем до конца. Ну, будем спадзявацца, што сапраўды працяг будзе, прычым працяг не толькі вызваленняў, але і пашырэнне вось гэтых працэсаў, то бок і магчымасць заставацца ў краіне і как бы ўсё ж такі спыненне рэпрэсіўнай машыны, там прынамсі там крымінальных справаў па палітычна матываваных. Ну, верым. Да. Давай да іншых тэмаў, пакуль яшчэ таксама эканамічная, ўсё ж такі нафта. Іран раз ужо ўзгадалі, гераічных лётчыкаў, але тут вот гераічна растуць цэны на нафту ўсё ж такі. Армузская пралівы зноў-такі ўся гэтая сітуацыя. Скажы мне, ну ўсё ж такі, прычым Іран
да как бы кошту росту на расійскую нафту і пры тым колькі яна пачынае каштаваць там для беларускіх прадпрыемстваў. Да, это очень удивительно было, что Белнефтехим не постеснялся прямо в своей пояснительной записке сказать, что, ребят, ну, логистика дорожает, да? Логистика поставок из России в Беларусь через Армузский пролив. Вы бачите, что в Иране отбывается, да? Вообще. Что ж тут Мозырский НПЗ, где ж тут? Слушай, ну, очевидно, что эта история с логистикой не поставки сырья, а последующих продаж нефтепродуктов, которые действительно Беларусь продает под видом своих или под видом не своих по всему миру, и действительно вот эта логистика может дорожать. Традиционно у нас все издержки за счет многострадального белорусского народа, да? Поэтому по европейскому пути Беларусь пойти и не может, и не хочет, да? Европейцы сейчас снизили многие страны акцизы, потому что их доля в топливе достаточно большая, и чтобы не увеличивать цены, они снизили акцизы, то есть отказались... Заробим меньше мы, да. Олег по вас не ударил. Но даже минимальный евросоюзовский уровень акциза, он все равно значительно выше, чем в Беларуси, поэтому Беларуси за счет этого подвинуться сложно. Да? Это опять та история, когда мы очень хвастаемся, что у нас какая-то цена там прям очень низкая, чего-то у нас очень дешевая. Да? Неважно, это может быть бензин или лечение зубов, да? Но мы всегда должны понимать четко, за счет чего. Да? Если нефть дорогая, а бензин мы продаем дешевый, значит, есть какое-то перекрестное субсидирование, значит, мы где-то зарабатываем, чтобы бензин был дешевый. Да? Если стоматология у нас дешевая, то это потому, что или используются какие-то очень дешевые материалы, или мы сильно недоплачиваем специалисту. Да? В любом случае это нарушение какое-то равновесия, потому что если вокруг везде это стоит дорого, а у вас это стоит дешево, и вы не сидите на нефтяной бочке, то возникает вопрос, за счет чего, за счет экономики, допустим, НПЗ это может быть, да, как у нас годами, допустим, финансируется химия за счет нефтянки, там полимер и другие за счет нафтана, да, и это всегда была проблема нафтана, в общем-то, хотя... Ну, понимаешь, это тоже перекос, это тоже несправедливо, это тоже нечестно, это не дает предприятию развиваться, это не дает его возможность продать по выгодной цене, потому что у него вместо прибылей будут постоянно какие-то проблемы в балансе. Ну, в общем, если ты сам сознательно идешь, вот руками устанавливаешь любой диспаритет, он будет все равно вылезать, да, изо всех этих самых, да. Стоматологи скажут, ребят, я не хочу делать это дешево, потому что я могу это делать то же самое у соседа, сидя, но дорого. Да? Ну, почему? Почему вы меня недооцениваете? Почему вы должны обеспечивать всем дешевое лечение зубов за мой счет, да? Не доплачивая лично мне? Ну, это прям вот для меня это загадка. Да? Чем вы гордитесь? Тем, что вы своим людям не доплачиваете? Ну, классно. Да, ну, поздравляю, ну, останетесь без стоматологов или получите низкомотивированных стоматологов, которые там вот по распределению, да, на распродаже со скидкой вы его набрали, и вот он вам от всей души лечит зубы не очень хорошими материалами, потому что, опять-таки, ну, дешево, и в любой момент тебе говорят, ну, что ты хотел, да, у тебя бензин дешевый? Дешевый, ну, все. Ребят, ну, я не просил, давайте мы все будем зарабатывать столько, сколько мы зарабатываем, получая нормальную прибыль. И платить за услуги, за товары столько, сколько это стоит. Во-первых, чтобы понимать, да, вот здесь я четко понимаю, кроссовки стоят дешево, да, а зубы стоят дорого. Для меня это справедливо. Ну, потому что кроссовки пошить может вон половина планеты достаточно дешево себе это изготавливает, да, а зубы человек этого 7 лет готовили, учили, да, я ему доверяю, в общем-то, ценную штуку. Вот. Поэтому с бензином, слушай, ну, поэтому бензин дорожает, да, и Нацбанк нас уверяет, что это вот прям вот четко по графику все, да. Ну, как вам сказать, все-таки 4 копейки и 3 копейки буквально в течение месяца, ну, это довольно большая сумма, и это не оставляет нам фактически запаса на весь остальной год. Да, а сейчас вот посевная там всякая и так далее, а потом уборочная начнется, еще какая-то холера. Вот, поэтому в любом случае платить белорусам, с этим ничего не поделаешь, ну, просто потому, что экономика имеет свои законы. Надо за счет чего-то это финансировать. Если у нас была от России какая-то, а Лукашенко что сказал, что, ну, нас же это не очень касается, мы же с россиянами уже договорились давно. Опять, да, никто никогда не знает, так насколько именно мы договорились, почем у нас нефть, да, чтобы мы понимали, ребят, там, допустим, нефть стоит сейчас там на споте там
140, а фьючерсы, допустим, там 110, но вот у нас цена, допустим, там 51, поэтому вы понимаете просто, да, насколько нам повезло, какой я большой молодец, и как это все хорошо я придумал и устроил, да? Но мы этого ничего не знаем. Сколько зарабатывает НПЗ, мы не знаем. Насколько эффективна наша нефтехимия, мы не знаем. Да? Вот мы все... И получается, в итоге аргумент о том, что я же вам все дал, для многих он звучит, ну, действительно, как-то примерно понятно, потому что человек не знает, сколько он сам зарабатывает. Да? Это проблема Советского Союза. Зато у нас были маленькие налоги. Ребят, подождите, у вас маленькие были налоги по ведомости, но вам не доплачивали сильно. А многие люди хотели бы получать честные деньги и самим распределять, да, и понимать, что у нас дорого стоит, что дешево, без всяких этих вот «я вам дал субсидию», «я вам дал скидку», «я вам дал...» А какой ценой, как, насколько, это все... Тайна золотого ключика вам знать не положено, я же вам дал, все. Знаете, кого благодарить. Ну так, то бок чакаць варта не толькі вот анансаванага на бліжэйшыя дні, здаецца, чарговага падвышэння коштаў, але што не апошняе будзе. С большой вероятностью нет. С большой вероятностью. Ну, опять, это, конечно же, объяснят, что это все совершенно по плану. Вот. Закранули расійскую тэму. Давай акурат такі пытанне ёсць ад вожыка патрыёта. Леў Львоўскі днямі падзяліўся думкай. Я думаю, что это маецца на увазе вот апошні выпуск «Часікі цікаюць». Там якраз акурат такі абмяркоўвалася тэма прыезду, пераезду расіянаў у Беларусь за інтэрнетам і доступам да тэлеграма. Ён піша, падзяліўся думкай, што разрыў культурнага і інфармацыйнага фону Беларусі і Расіі толькі павялічваецца, нягледзячы на эканамічныя сувязі, і жалезная заслона падае на мяжы РФ. Ці падзяляе Вольга такое меркаванне, ці не атрымліваецца так, што апошнія плыні расейцаў гэты разрыв пашыраюць яшчэ болей? Слушай, ну, мне эта версия нравится, безусловно, да. Если железный занавес где-то и упадет, как бы очень хотелось бы, чтобы Беларусь осталась по эту сторону, да. Я знаю многих... Чтоб там еще и ров с крокодилами хутенько выкопали. Слушай, ну, это идеально было бы совсем, да, потому что просто... Не потому что я плохо отношусь к гражданам России, нормально абсолютно отношусь. Многих знаю очень приличных людей. Правда, почему-то большинство из них оказалось где-то недалеко от меня сейчас и в очень похожей ситуации. Им дорого это стоило все. Да. Ну, знаешь, вот они едут в Беларусь, и мне тут даже коллеги упрекали, что вот ну, ты же нормально относишься к миграции, ты сама вот мигрант, почему ты плохо относишься к тому, что россияне едут в Беларусь? Я говорю, нет, слушайте, я хорошо отношусь к тому, что они едут. Мне не нравится, что они сходу выдают претензию, а что у вас нельзя расплатиться российскими рублями? Да? Мы же один народ, да, и тут ты еще в гости не зашел, ты еще шляпу не снял, да, а уже, извините, вы один народ, и мне тут нравится. Что это у вас тут за объявы в метро на непонятном языку? Да. Да, вот, поэтому, слушай, ну мы же все работаем на то, чтобы, если этот железный занавес и был, чтобы он все-таки Беларусь оставил по эту сторону, да, чтобы тут пропагандисты не пытались сказать. Я думаю, что это вполне общее мнение, что Беларусь должна остаться в зоне влияния Европейского Союза, вот, наших западных соседей, вот, а не только Российской Федерации со всеми этими безумиями, да. Ну, ребят, просто вы найдете себя в той ситуации, когда это ваши 18-летние дети заключат контракт, и вы ничего не сможете с этим сделать. Потому что пропаганда, она так работает. Да? Ты говоришь, да нет, ну все понимают, да ничего, да ерунда, да... А потом ты реально видишь этих людей, и ты такой понимаешь, ой, а сделать ничего нельзя. Да? Поэтому я очень надеюсь, что все белорусские мальчики, девочки, они все останутся в Беларуси или поедут в любые другие места, где безопасно, где они смогут реализоваться, а не, извините, для того, чтобы умирать, да, за очень нехорошую идею. Ну, ці за абяцаныя вялікія грошы, якія потым по выніку как бы и не атрымліваюць. Абсолютно. За тот социальный лифт, который тебя везет на самом деле не вверх, а очень даже в противоположную сторону. І вось пра ад'езды і пра тое, дзе столькі людзей апынулася. Так вот, па словах Лукашэнкі, тысячамі просяцца назад.
І зараз пытанне нават не ў тым вот там прыняць ці не прыняць, а яны ж хочуць на нармальную працу уладкавацца, а ўсе месцы занятыя. Куды вот яны пойдуць, нават калі мы іх пусцім? Что так уже все как бы лайтово там с працоўнымі руками, там еще нема праблем. Ці приехали с КНДР, там уже обещано, про пакистанцев забылись. Ну, там слушай, ну, с КНДР я не очень верю, что они прям сильно приедут. Это все-таки сильное нарушение санкций. Лукашенко тут пытается, значит, своей мощной статью на двух стульях сидеть. Вот. Но не надо уже там с допомогой Джона. Да. Слушай, ну, Джон, знаешь, как дал, так и назад заберет. А вот проблемы всех этих Акзамбиков и зеббаундов, что все-таки с них слезть довольно сложно. Поэтому спокойно. Да, он на игле. А потом вернется удвоенным померы, да? Да. Вот. Поэтому, слушай, ну, будем посмотреть, конечно, но я не понимаю, во-первых, что значит тысячами просятся, да, ну, если я гражданин Беларуси, ну, давай, ладно, я плохой пример, я неправильный гражданин Беларуси, ты тоже, давай, журналистов брать не будем, он на нас очень сильно ополчился, меня, честно говоря, несколько смущают масштабы этого, да, я никогда не считала нас такими уж прям офигенно выдающимися, значит, акторами с таким мощным импактом, чтобы прям вся машина государственная прям вот именно по нам и норовила покататься. Да, но что значит просятся? Ну, человек работал здесь на стройке, да, с белорусским паспортом. Ну, поработал годик, был у него контракт, ну, вернулся назад. А где-то надо как-то проситься отдельно. Потому что он просто вернулся в свою страну. Да? Я понимаю, что в голове у Лукашенко он там постучался и сказал: извините, пожалуйста, Александр Григорьевич, я тут отходил на годик, может, я это самое, да? Ну, это его проблемы. Ну, не ну ладно, ты, кто там отходил на годик, просто заробить себе гроши. Ну, такие вот, как бы, як это кажут, там, эмигрант, ну, экономичный. Да. А просятся ж ты, якія вот там что-то там мели супраць режима, як там он про Статкевича казал, который тут все взрывал, убить меня хотел и все остальное, так и все ж остатние. Вот ты что, не хотела взрывать ничего? Вообще разве? Нет, слушай, я совершенно мирный террорист, абсолютно. Просто удивительно. Меня собственное миролюбие даже пугает. Да. Говорит, я тебя взорву, но по-доброму. Не, вообще нет, совершенно против насилия, абсолютно, почти толстовец. Не, ну, размова-то про гэтых, и он выступал перед медсупрацовником. Ну, врет он, да, ну, давай скажем то, что мы там не могут сказать, там, ну, врет дед. Ну, что взрывал Статкевич? Что врет? Ты хочешь сказать, что ты, кто працаваў там лекарамі на посадах, зараз не моюць пробирки у Польши? Ну, послушай, это плохой пример, очень плохой. Врачи в Польше очень хорошо зарабатывают, безобразно хорошо зарабатывают. Есть непопулярные регионы, где сложно найти поляка, где люди очень нужны, где их берут прям реально от сразу берут и трудоустраивают, и они потом, у них есть время на выучить язык, на подтвердить диплом, сдать все экзамены, они уже работают, уже зарабатывают, и мне очень понравилось один из наших таких докторов, работающих в Слупске, это там за Гданьском, да, там непопулярный регион, там мало желающих, и работа на ссоре очень тяжелая, и на вопрос ведущего подкаста, так сколько получаешь сейчас, он только-только подтвердил диплом, то есть его еще контракт был без диплома подтвержден. Он сказал 7 тысяч евро. И мне очень понравился комментарий к этому посту, да. Вы все врете, таких зарплат в Польше нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Был еще от одного, значит, красно-зеленого гражданина комментарий: в Беларуси врачи тоже хорошо зарабатывают. Ну, троху меньше, чем 7 тысяч евро, но... Ну, слушай, если вы не покажете хоть одного врача, не главврача, а просто врача с зарплатой 7 тысяч евро, ну, это, наверное, будет что-то исключительно... 3, да, исключительно штучное, да. А здесь это, ребят, это просто экономический стимул, да. Регион остался без специалистов, туда не очень хотят ехать, да. И их не могут привязать контрактами, у них нет целевого направления. Они тупо деньгами привлекают специалиста, да. И даже если там очень-очень тяжело, плохо, страшно, и вообще, хотя там, ну, там отличная инфраструктура, там рядом Балтийское море, там все хорошо с этим, это работа тяжелая, да. Но, послушай, ты же можешь пострадать год-два, ты же знаешь за что, да. Потом ты найдешь себе более легкую работу, подтвердишь диплом,
все у тебя будет хорошо. Послушай, я вижу, сколько здесь белорусских стоматологов, гинекологов и так далее, да? И все они говорят, что живут они свою лучшую жизнь. Я не знаю, ну, конечно, кому-то тяжело, оказывается. Кто-то заболел и не может это сделать, да? Опять, так вы же их примите со всей душой, а без вот этого там, а он приполз на коленях. Ну, ты же слышал сам, как он сказал, что Николай Статкевич остался просто, чтобы его от инсульта вылечили, да? Не потому, что его довели до инсульта в тюрьме, где он оказался после помилования, да? А просто он вот сидел, выбирал, где, слушай, ну я же чувствую, что инсульт там, будет, там, да? думаю, помру, А тут Урумо-то должны спасти, да, каким-то аппаратом, да, неназванным почему-то, да? Он один в стране специально под Статкевича покупали, да? Здоровье Николаю Викторовичу. Ну, послушай, вранье это, что он взрывал опять-таки? Его задержали еще до регистрации кандидатов, насколько я помню. Кого он взрывал? Он участвовал в кампании. Да, он сразу понял, что проиграет, и решил на всякий случай все взорвать, да, как те американцы с этими 2 самолетами, да, поняли, что не взлетим, да, и давай на воздух это самое, да. Ну, слушай, ну вранье это, ну что тут, ну. Вот ведаеш, што вот так і пішуць Вольга прямо зараз узрывае і страляе ў Лукашенку. Да вообще нет, ради бога, я за счастливую старость абсолютно. А ведаеш, вот как там словы, як кули стреляют просто у сердца. Ну? Я готова все понять и все простить, да, вот нет кровожадности, возможно, даже это плохо, потому что, слушай, ну, возмездие – это важная часть, да, преступления и наказания, да, мы же все вот это почитали, да. Вот. Бок ты і не парадавалася, калі вот гэты следчы, які вёў справу Тутбая, потым сам апынуўся за кратами. Да нет, слушай, ну мне ровно, да, мне было бы лучше, если бы он был на свободе и мои друзья были бы на свободе, ну честно, да. Если он что-то сделал, опять, кто вел это следствие, как, вот, сколько таких следователей оказывалось за решеткой, а потом почему-то очень быстро в каком-нибудь отстающем колхозе. Это настолько все нелинейно, и, ну, в общем, мне нет злорадства такого, ну, такое секундное, может быть, там что-то где-то, да. Ну, нет, сказать, что прям вот возмездие, справедливость. Ну, справедливость – это если мои все коллеги и друзья будут на свободе. Да, а если одному конкретному винтику этой машины стало почему-то плохо, да, что он там плохо поделился или плохо рассчитал риски, или просто его подставили, я бы тоже не удивилась. Ну, это такой, ну, ладно, хорошо. Ну, ему плохо, но мне от этого точно нехорошо. Давай мы... трошечку на іншыя тэмы. Люблю з тобой про эканоміку гаварыць, таму што сам не халера ў ёй не разумею, ты хоць пэўнае патлумачыш. Але давай про іншае. Памятаеш, брыльянтавая рука, была песня такая там про остров невезения, и там вот чтоб они не делали, не идут дела. Вот ёсць у Беларусі один чалавек, за што б ён не ўзяўся, все идет как бы это сказать мягко, ну вот как бы вот как взрывом все одно, как с самолетом американским, то закрые небо над Беларусью, то там яшчэ что-нибудь, а тут узял и как бы обрубил YouTube для 3 целых телеканалов. Вот узняўся такі вой с того боку, свобода слова, там правопорушение, там как бы вот двойные стандарты и все такое. Может, сапраўды как-то вот свобода слова наступили на горло там вот думцы вольной. Слушай, как ты вовремя до этой еще ситуации? Слушай, я не думаю, что это имеет отношение, конечно, к свободе слова, да, и к санкциям тоже. Санкции давным-давно введены. Вот я, конечно, очень хотела бы послушать объяснение от Ютуба все-таки. Как, почему именно эти 3 канала, почему Белта, которая не под санкциями. Вот, да, мы видим новый канал СТВ без фильма Протасевича уже. Вот. Слушай, ну, Роман, конечно, бедовый чувак. Главное его не назначать там министром информации, еще кем-то, да, все-таки, ну... Может быть... Вредные советы, да. Может быть, наоборот. Ну, вот, слушай, как бы, говорит, золотые руки, да. По принципу, не бросайте меня в черновый куст, так не призначайте Протасевича. Слушай, я надеюсь, что действительно технически заблокировать YouTube в Беларуси крайне сложно, с большой вероятностью невозможно. Я вижу уже такую очень аккуратную риторику наших пропагандистов, которые за выходные немножко так охладились, значит, и уже очень конструктивно говорят о том, что и нам это не надо, а мы можем прикрыть на чуть-чуть, потому что потом лоббисты в виде нас с тобой, значит, будут лоббировать, чтобы все-таки YouTube возобновили и чтобы каналы вернули. Слушай, я сомневаюсь, что вернут каналы.
Новые каналы, я думаю, надо заводить так, чтобы это было не одно лицо, которое, с чем, возможно, связана блокировка именно этих 3 каналах. Собственно, их платформы в Беларуси нет, вопреки информации многих случайно опрошенных граждан, которые говорили, что мы потребляем контент, музыку и так далее на многих других белорусских платформах. Какие белорусские платформы, я не знаю. Я пыталась потребить немножко белорусского контента на Видеобеле. Слушайте, он плохо работает. Ребят, он работает плохо. Ну, давайте это самое. Ну, и кроме общественно-политического контента там нет буквально ничего. Это вот я, сознательный такой гражданин, заинтересованный, значит, в том, чтобы посмотреть эту тему, а куча людей потребляет это фоном. Идея о том, что наши люди, которые внутри Беларуси нас и так смотрят по телеку, не выдерживает никакой критики. Да? По телеку не смотрят очень многие молодые люди, очень многие немолодые люди телек включают фоном, и там может быть абсолютно все, что угодно. Лукашенко, сбор картошки, народные ансамбли, вообще все равно, это просто фон. Вот, это не импакт, это не серьезно. YouTube – это то, что было измеряемо, сравнимо, это было чем хвастаться, было под что деньги получать. Да? Поэтому в данном случае мы не в одной лодке с пропагандистами, но в соседних лодках. Для Беларуси было бы очень полезно, если бы YouTube у него оставался, у нее. Да? Это полезно для нас с тобой. Давайте, что там, это самое. Это полезно для пропагандистов. Вот. И пусть наши честные цифры покажут, кто из нас полезнее. Говорю, я точно знаю, что наши цифры лучше, несмотря на все ограничения, запреты, наезды, запугивания и так далее. Да? Тут у нас уже, мы считали, поскольку раз нас всех признали вот этими всеми нехорошими словами, люди уже со счета сбились. Да, надо как-то уже упорядочивать. Вот. Я не могу сказать, что меня эта идея там, не пугает. Если ситуация реально плохая, если война действительно на пороге, как говорит Лукашенко, тогда это может быть. Но это будет прям очень серьезный знак для тех, кто внутри страны. Да? Не потому, что они нас не могут с тобой смотреть на Ютубе, а потому что это знак того, что они готовы пожертвовать многими вещами, многими сервисами. В общем, значит, действительно прям война на пороге. Вот. Ну и, знаешь, вот эти угрозы несимметричными мерами, да, тут я тоже от коллег слышу там браваду такую, да, нам все равно вообще. Ребят, нам лично, может, и все равно, да, там как минимум осталась куча наших коллег, да, а любые несимметричные меры обычно почему-то оканчиваются очень одинаково, да, это сплошной геноцид белорусского народа. Просто потому, что никаких других мер у них нет, да. Это все заканчивается усилением давления, пуганием каких-то еще людей, каких-то родственников, каких-то там оставшихся коллег, поэтому я бы не бравировала этой идеей. Да, меня, когда я была еще в Беларуси, меня это немножко напрягало. Да? И что они сделают? И как они нас тут будут ловить по Европе? Ребят, они не будут ловить вас по Европе. Да? Они еще раз танком переедут нас, тех, кто в Беларуси, и пока не может выехать по разным причинам. Да? Вот такие у нас несимметричные эти самые меры. Да? Это будет ни зачем, То бок, умоўна кажучы, з такого практычнага, не там некага чалавекалюбнага, а просто практычнага меркавання, калі падыходзіць да гэтага пытання, то сапраўды з аднаго боку радасна, што прапагандысты атрымалі там па саплям, а з другого боку, а калі не будзе гэтага, то куды пойдуць людзі глядзець? В том-то и дело. Рутуб остается. Это плохая идея. Видеобел неработающий или плохо работающий, где нет никакого контента, кроме пропагандистского, общественно-политического. Вот. В общем, есть вопросики. Слушай, плюс, откровенно говоря, низкое качество белорусского контента. Она, это тоже проблема, даже если они туда напихают какой-то развлекухи белорусской. Слушай, она совсем не вытягивает, да, плюс, куча белорусов останутся там, маленьких белорусов останутся без мультиков, да, то, что у нас есть там телевизор, и по нему что-то показывают, послушай, мы же все понимаем, что телевизор действительно уходит постепенно, потому что все больше людей смотрело все онлайн. Может, там в Беларуси там очень популярна зала, хотя явно не в таких масштабах. Ольга, давай мы коротенько вернемся до гэта нечаканага зварота Лукашэнкі да тэмы беглых, хотя можа і чаканага с одного боку, але с другого боку. Ці не падаецца, что змена рыторыкі
что раней там да кому вы тут трэба да того паўзіце на коленях, то цяпер ну вот а куды мы их тут працаўладкоўваць будем, то паступовае змякчэнне самой гэтай рыторыкі наконт гэтай тэмы вяртання тых, хто вымушаны быў з'ехаць, то бок тых, хто патэнцыйна гэта там хай сабе не такі вот як мы с тобой, дзе кліма ставіць нельга, але вораг там праціўнік рэжыма, то бок это ну как бы прамацаванне сваёй аўдыторыі ці падрыхтоўка яе да таго, што можа быць працэсы нейкім чынам стаўленне там вяртання ўсяго астатняе будуць зменены, скарэктаваныя, скажем так. Слушай, ну, я не знаю, может, он действительно остынет. Ну, смотри, я не очень понимаю, что значит так, а куда мы их, ну, а куда они меня? Ребята, я как бы ни разу не пользовалась вашей помощью при трудоустройстве. Может, я бизнес свой создам, да, свою строительную компанию или свою медицинскую или еще какую-то. И я точно не буду обременять вас своим устройством. Я знаю, как вы меня можете устраивать. Я ваши, извините, государственные условия в госсекторе прекрасно знаю, да. Уехала куча бизнесменов. Ну, устроят они свой бизнес, создадут в Беларуси и будут создавать сами рабочие места. Да, тут, в общем-то, я не думаю, что... Слушай, человек с опытом эмиграции – это подавляющее большинство все-таки людей достаточно активных, достаточно креативных, способных преодолевать сложности, решать свои проблемы самостоятельно, точно не обращаясь к Лукашенко. Да? Ты еще айтишников скажи, вот как я их там вот назад заберу, а куда же я их устрою? А это на самом деле проблемой была и есть. Место парки высоких технологий немало. Слушай, так вот они говорят, да, там вот, ну там 100 человек уехало, так 1000 же осталось. Ребят, так вы смотрите, кто уехал? Уехал-то тот, кто создавал ту 1000 рабочих мест, да? Ну, у вас может уехать вообще один Добкин, да, и 10 000 человек останутся без работы, если он решит закрыть компанию в Беларуси. Вы понимаете, что это разные люди, вы сравниваете просто по головам, вы еще живым весом их сравните, да? Ну, Добкин, вон, господи, сколько там того Добкина, да? 2 крупных айтишника его перевесят, он, да? Это были люди, которые создавали продукт, рабочие места, это сплошная добавленная стоимость, да? Вот было 0, а стало 1 миллиард, да? А те, которые остались, они сидят и говорят, ну, ребят, я хочу свои там 3000 в месяц получать. Где, значит, это проекты, где работа вообще, да? Ну, а вы такие, ну, ты же айтишник, ты скажи что-нибудь на своем айтишном. И, ребят, это исполнитель, это наемный работник, да? Он работал, пока ему очень креативные дяденьки, да, обеспечивали классные проекты, выгодные заказы, перспективные разработки и так далее. А вы говорите, ну, подумаешь, там, один айтишник туда, так он 3 назад приехал. Ну, так вы смотрите, кто уехал, а кто приехал. Ну, один уехавший Добкин стоит, извините, ну, реально десятка тысяч человек. Ну, потому что он придумал это все, а не вы. Ну. Ну и на завершение, Ольга, не могу обойсці тэму ануляваных пашпартоў. С аднаго боку, вот мы глядзім сённяшнюю навіну про тое, што хельсінскі камітэт быў прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, з другого боку людзей, якіх вот вышпурнули з краіны, іх яшчэ і по недагляду іх аказаліся пашпарты на руках, так і мы их анулюем і все астатняе. Вот як это ўспрымаць, як это на вот гэты перамоўны трэк умоўны, там Вашингтон, Мінск можа паўплываць. Вот про што мы можем казаць, про нейкое там можа быть остыванне, змену там палітыкі там ці там яшчэ што-нибудь, калі вот такое адбываецца? Знаешь, у меня фотка была очень хорошая с 2020 года после одного из маршей, по-моему, женских. Там была такой табличка, человек шел с табличкой, да, это не у Маши Колесниковой нет белорусского паспорта, это у белорусского паспорта временно нет Маши Колесниковой, да. Вы можете аннулировать паспорт, ну, у этого человека будет паспорт, да, у нас у всех прекрасные голубые паспорта, женевские, ну, нет вопросов, или документы подружжя, Литвы, Польши, других стран, да, спасибо, Испания признает просроченные паспорта, все знают, что Республика Беларусь не выполняет обязательств перед своими гражданами, да? Вы можете аннулировать паспорта, вы можете самого Беляцкого попытаться аннулировать, да? Ну, просто, ребят, я понимаю, что вы, возможно, решали свои какие-то узковедомственные интересы, да, таким образом. Но вы добились того, что весь мир прочитал новость о том, что у Нобелевского лауреата аннулировали паспорт, да?
Ну, я вас поздравляю, он все равно бы не поехал сейчас в Беларусь, да. Это может коснуться тех, кто там вышел, кого вывозили в первых раундах и в последующих, которые, ну, там, чуть-чуть не досидели совсем, которые понимают, что по ним, видимо, подписано помилование, что они бы, возможно, хотели ехать в Беларусь, у которых был совершенно мизерный срок, и они не понимают, почему они не могут ехать в Беларусь, да. Вы их фактически таким образом отсекли от этих попыток. Я не знаю, зачем. Да? Весь мир знает, что у белорусов сейчас аннулируют паспорта. Да? Ну, вы просто попали в мировые тренды, а вы можете как-нибудь с чем-нибудь, с какой-нибудь другой повесткой попадать. Да? Ну, серьезно, просто очень сложно было. Нам вначале казалось, что как мы будем объяснять, кто такая Беларусь, что с нас, вот как нас мучают, как над нами издеваются. Мадам, если бы вы знали, как над нами издеваются, да? Сейчас это становится все легче, потому что жесть, которая можно было точно без нее обойтись. Да? Вот, ну, зачем? Чтобы что? Да? Чего вы добились? Весь мир сейчас знает, что белорусов, значит, лишают паспортов, выгоняют из страны, нам уже сочувствуют, и уже Кол такой тут говорит, слушайте, там такая жесть, вообще капец, да, и уже Международный уголовный суд говорит, слушайте, вы там 18-й кейс в нашей истории, да. Ну, я была уверена, что ну, понимаешь, пока эти репрессии такие, они не очень большие, тебя просто не видят, да, вот как там, тебя дома обижают, да, или в школе. Ну, не настолько, что прям ужас-ужас. И ты понимаешь, что, ну, вот скажут там, потерпи, или, ну, ерунда, вон ты глянь, что в мире творится, да. И тут ты такой в топе в новостей и думаешь, ну вот, зато хотя бы не надо никому объяснять, да, вот, пожалуйста, вот моя побитая физиономия, вот мой срок, вот у меня отсутствие паспорта, вот меня продолжают мучить, да. Вы верите этому человеку, с которым вы о чем-то договариваетесь? Он меня сейчас продолжает мучить, да? Без суда, следствия и так далее. Международный уголовный суд, ауло, тут это самое, да? И обойти это вниманием совершенно невозможно уже, потому что масштабы немножко вышли из-под контроля. І от слухаючи цябе, я думаю, і вот як вот зараз гаварыць Европе, а вы все-таки, может быть, стратегию адносінаў з Беларусью поменяете? Так, а мы, может, и поменяли бы, ребят, ну вы можете вынетворить жесть какое-то время, да? Ну вот давайте, от вас вообще никаких новостей не будет, да? Вы займетесь там все посевной какой-нибудь, да? Ну просто не творите никакой дичи. Губазик посевной. Да, в отпуск пусть пойдет, в санаторий поедет, да, не знаю. Хотя да, хоть вы камни пошли пособирали. Абсолютно. Или следят пусть за этими опасными аграриями, понимаешь, что они там насеют, что они там напашут. Да, надо же следить. Экстремизма какого-нибудь в землю там закопают. Потом третье не взошло. Вот, поэтому вымочки еще какие-нибудь. Поэтому вот попытаться снять это напряжение никак не получается, да? Ну, просто никак. Дякую вялікі. Вот гаварыў бы с этим чалавекам, які вот знойдзе такія образы, каб патлумачыць і прааналізаваць сітуацыю, што не кожнаму по плечу. Дзякую вялікі. Ольга Лойка, эканамічная аглядальніца і заснавальніца плана Б, выдатнага выдання, сам читаю, і вам таксама раю, подписывайтеся і читайте, калі для вас гэта бесплатно, ну то оно і ёсць тогда, калі бяспечна. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. До сустрэчы, жыве Беларусь.